Пост в месяц Рамадан – это обязательное предписание, которому следуют все мусульмане. Многие верующие, которые следуют сунне, то есть действиям пророка, алейхиссалату вассалям, предпочитают держать пост 2 раза в неделю, круглый год вне месяца Рамадан. Пост является важной частью в жизни мусульманина. Следует помнить, что всякий человек, испытывающий проблемы со здоровьем и не способный соблюдать пост, освобождается от обязательного поста. Во время священного месяца Рамадан мусульмане воздерживаются от принятия всякой пищи с момента утренней молитвы фаджр, то есть с рассвета, до вечерней молитвы магриб, то есть до заката. После захода солнца мусульмане могут свободно кушать и пить до наступления рассвета. Эксперты говорят, что воздержание от еды в дневное время может способствовать предотвращению проблем со здоровьем, таких как повышенный холестерин, сердечно-сосудистые заболевания и излишний вес, а также улучшает умственную работу и общее состояние. Воздерживаясь от еды, наш организм легче справляется с выводом токсичных шлаков из организма, поскольку наша система пищеварения отдыхает. Врач-диетолог Клеер Махи утверждает, что соблюдение поста способствует очищению кишечника и укреплению его стенок. Это также стимулирует процесс аутофагии, при котором клетки организма самоочищаются и выводят разрушенные и вредоносные частицы из нашего организма. Ученые давно изучают взаимосвязь между соблюдением диеты, здоровой работой кишечника и психическим здоровьем. Соблюдение поста может вызвать выброс нейтрофического фактора головного мозга, что показало положительную динамику в укреплении клеток головного мозга, способствовало устранению проблем, вызванных депрессией и страхом, а также предотвращению развития деменции. Многие из тех, кто соблюдает пост, обнаружили, что при правильном его соблюдении они избавлялись от жировых тканей и набирали мышечную массу. Для того, чтобы достичь оптимальных результатов во время поста, мы рекомендуем воздержаться от всех переработанных продуктов и исключить сахар из диеты. Кушайте свежие и натуральные продукты в этот месяц, и, иншаллах, вы увидите, как ваш больной организм снова станет здоровым. Исследования показали, что общее содержание холестерина, липопротеинов низкой плотности, липопротеинов высокой плотности и уровень сахара в крови атлетов улучшаются после Рамадана по сравнению с показателями до него. Таковы были результаты исследования влияния поста в Рамадан на биохимический процесс и параметры производительности среди учащихся колледжей и занимающихся спортивной борьбой. Нет никаких сомнений, что пост в месяц Рамадан приносит много пользы. Однако следует учитывать, что для большей части людей эта польза кратковременна. Недавние исследования показали заметное снижение веса, роста весового показателя и объема жировых тканей уже на 3-й неделе Рамадана, по сравнению с показателями за неделю до его наступления. Но потерянный вес и сниженный ростовесовой показатель восстановился до прежнего уровня в кратчайшие сроки после завершения Рамадана. Все связано с тем, что после Рамадана многие люди устраивают целые пиршества, празднуя его завершение. Наполняя свои тела сахаром, жареными и переработанными продуктами, понапрасну теряя все свои старания по установлению здорового образа жизни и возвращаясь к прежнему состоянию. Конечно, нет ничего плохого в том, что целый месяц в году мы можем посвятить очищению и исцелению нашего организма. Однако месяц Рамадан в то же время является месяцем образования и наставления для всех мусульман, который ясным образом показывает, что наша жизнь не заключается лишь в еде и воздержании от нее. Рамадан может улучшить наше здоровье, повысить нашу производительность и дать нам возможность сконцентрироваться на нашем духовном состоянии, установив связь с Аллахом Свят Он и Велик. Мы надеемся, что этот Рамадан, иншаллах, поможет нам измениться в лучшую сторону, прийти в хорошую форму и приобрести здоровье, знания, объединившись и став успешнее в будущем.